Всем доброго утра! Мы, как всегда, приветствуем всех, кто находится по ту сторону экрана и сегодня встречает это замечательное семейное утро вместе с нами. Это «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» НВК «Саха». И сегодня замечательный этот день мы начинаем вместе со мной, с Дарьей Анкехой. Ну что, дорогие друзья, мы, как всегда, призываем вас оставаться вместе с нами, подписываться на наш телеграм-канал, быть активными зрителями. Что значит активными? Это звонить к нам в студию, задавать вопросы нашим гостям, отправлять свои фото или видеоматериалы, либо, возможно, вы можете задать вопрос. Соответственно, мы приложим все усилия, чтобы ответить на него. Либо, может быть, вас интересует определенная тема. Или среди ваших знакомых есть интересные герои. Пожалуйста, пишите, обращайтесь к нам. Мы с удовольствием ответим вам на все интересующие вопросы. Ну а в ближайший час просто будьте с нами. Сегодня у нас очень насыщенный эфир. У нас сегодня будет, не как обычно, 2 гостя, а будет 3 гостя. То есть будет с кем поговорить и будет кому задать свои вопросы. Ну и, как всегда, все актуальные и полезные рубрики и последние новости. Ну а начнем мы, как всегда, с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 34 градуса. В Заречной группе 21-32 градуса ниже 0. В южных 24-25. В Вилюйской 13-19 со знаком минус, в Нижнеленских до 27 градусов мороза. В западных 9-20. В Колымын-Дигирской группе улусов 15-27, в Янских до минус 37. На северо-западе 9-11 градусов ниже 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 29 градусов. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 17 градусов. Порой так сложно проснуться и перейти к своим утренним ритуалам, особенно если речь идет о спортивной тренировке или утренней зарядке. Чтобы этот процесс был более легким, важно правильно подойти к решению вопроса. Для самых маленьких зарядку стоит делать в виде увлекательной игры, а вот более взрослым детям понравится танцевальная тренировка. Сегодня мы потанцуем с вами танец ча-ча-ча. Для начала руки убрали на пояс, одну коленочку согнули, одну выпрямили. И меняем ножки на месте. На каждый счет 1 шаг на месте. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ручки поставили в стороны. Шагаем на месте. Кисти поднимаем вверх. Шагаем. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1. Меняем направление кисти. Одну вверх, одну вниз. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Чуть быстрее. Хорошо, закончили. Итак, приготовили одну ногу. В сторону шагаем приставные шаги. Шаг, подставка, шаг. И 2 раза ноги меняем на месте. В другую сторону приставной шаг. 1 раз поменять ноги на месте. Приставные шаги на месте. Приставные шаги на месте. И попробуем сделать это в музыку быстро. 1, 2, 3. Ча-ча-ча. 2, 3. Ча-ча-ча. Ча-ча-ча. 2, 3. Ча-ча-ча. Два, 3. Ча-ча-ча. Ча-ча-ча. Хорошо. Мы сегодня с вами потанцевали танец ча-ча-ча. Желаю всем сегодня прекрасного дня. До свидания. Про пользу утренней зарядки знают все, от мала до велика. Ни для кого не секрет, что отсутствие физической активности может привести к серьезным недугам. Наш доктор сегодня расскажет нам о такой болезни, как болезнь цивилизации – гиподинамия. Доброе утро!
Вы обращали внимание, сколько по утрам вокруг нас людей в плохом настроении, невыспавшихся, раздражительных? Наиболее частая причина такого состояния – это гипокинезия или дефицит физической активности. Отсюда и нервная возбудимость, и хроническая усталость. Ведь от мышц в головной мозг поступает недостаточное количество импульсов. Следовательно, нервные центры после сна включаются в замедленном режиме. Кроме того, недостаток движения негативно сказывается на тонусе кровеносных сосудов, питающих мозг. Самое эффективное решение проблемы – это простая утренняя зарядка. Выполняя простые упражнения, вы помогаете организму активировать внутренние ресурсы быстрее и работать днем эффективнее. Чтобы рассчитать оптимальное время подъема, учитывайте следующие факторы. Продолжительность занятий. Время утренней зарядки для начинающих – это 10-15 минут. Полчаса для тех, кто адаптировался уже к физическим нагрузкам. Между зарядкой и завтраком должно пройти не менее 20 минут. После зарядки в течение 10 минут следует принять контрастный душ. Делать упражнения предпочтительно натощак. И для разжижения крови после ночного сна хорошо выпить перед зарядкой стакан теплой воды. Активность будет выше, если умыться прохладной водой. Обязательно необходимо проветрить комнату, где вы будете заниматься. Зарядка должна состоять из 3 этапов. Это разминка, основной комплекс и завершение растяжка. Нагрузку распределять надо равномерно. Выполняйте упражнения от простых к более сложным. Если вы почувствуете слабость или головокружение, лучше прерваться и ничего не делать через боль и явный дискомфорт. Будьте здоровы и делайте утреннюю зарядку. Зарядку сделали, запустили работу всего организма, а теперь предлагаем быть в курсе последних событий вместе с нашими коллегами из информационной службы. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. В арктических регионах России планируется создать от 10 до 15 торгово-логистических центров для обеспечения северного завоза на более выгодных условиях для конечного потребителя. Эта практика зародилась в Якутии и зарекомендовала себя как эффективная, что стало основой для ее масштабирования. На данный момент торгово-логистические центры функционируют в 8 райцентрах республики, включая Белую гору, Усть-Куйгу и Черский. В рамках строительства находятся ТЛЦ в Батагае и селе Хану, срок сдачи которых запланирован на декабрь этого года. Торгово-логистические комплексы в Чукурдахе, Батагае-Лыте и Оленьке будут введены в эксплуатацию в декабре 2025 года. В Якутии минимальный размер оплаты труда в 2025 году увеличится на 16,6%. Для работников организаций, финансируемых из государственного бюджета, при условии максимальной северной надбавки, а это 80%, МРОТ составит в районах с районным коэффициентом в 1,7 – 56 100 рублей, в районах с районным коэффициентом 2,0 – 62 832 рубля. Для сотрудников организаций, предприятий внебюджетного сектора, а также финансируемых из федерального бюджета, МРОТ должен быть не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. В следующем году по республике этот показатель составит 29 187 рублей. В Якутске и в муниципальных образованиях республики 14 ноября проведут ярмарку трудоустройства для участников специальной военной операции и членов их семей. В мероприятии могут принять участие и те, кто не состоит на учете в службе занятости региона. Военнослужащие и члены их семей смогут пройти отбор работодателей различных отраслей, познакомиться с актуальными вакансиями и условиями работы, получить консультации социальных координаторов. Ну а сама служба занятости населения республики, в свою очередь, продолжает работу по оказанию поддержки участникам СВО, а также членам их семей. С начала года в службу занятости обратилось 365 участников СВО и членов их семей, из которых 213 уже трудоустроены и обеспечены занятостью. Из них 6 человек получили финансовую поддержку для начала предпринимательской деятельности и уже сами создают новые рабочие места. Открыли швейные мастерские, автосервис, занялись разведением лошадей. Направлено по линии службы занятости на обучение для получения новой рабочей профессии 54 человека, из них завершили обучение уже 50 человек.
В октябре трудоустроено 9 участников и членов их семей в городе Якутске, Намском, Горном, Нерюнгринском, Вилюйском и Тампонском улусах. Служба занятости совместно с Госфондом «Защитники Отечества» 14 ноября проводит ярмарки трудоустройства для участников СВО и членов их семей как в городе Якутске, так и в муниципальных районах. В Якутии продолжается сезон забоя скота. В ассортименте на крестьянском рынке свежая говядина. Ценник начинается от 800 до 2000 рублей. Предлагается и говяжий фарш от 500 рублей за килограмм. Цены за молодняк в районе 800–1200 рублей. Ну а зимний рацион якутян, конечно же, редко обходится без блюд из жеребятины. Мясо обойдется в среднем от 1000 до 2000 рублей за килограмм. Большой популярностью зимой у покупателей также пользуются и караси. Их стоимость от 350 до 450 рублей за килограмм. В таком же ценовом диапазоне и ряпушка. Ну а чир можно приобрести по цене до 1500 рублей. Рыбу привозят с разных мест. Устьяна, вот баржами привезли, с Устьяны балунская рыба, Чекурдах. Самолетом тоже будут возить вот с этих же районов. Ну, рыба подорожала, конечно же, потому что у рыбаков тоже все подорожало. И сети, и бензин, и запчасти на бураны, все это тоже подорожало. Поэтому они вынуждены и поднимать цену, и нам тоже давать ее дороже. С 1 ноября справку, подтверждающую участие в специальной военной операции, можно запросить через госуслуги. Подробнее об этом нам сегодня расскажет аналитик отдела внедрения и сопровождения услуг Центра «Мои документы» Айсена Матвеева. Доброе утро, Айсена. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой новой услуге. С 1 ноября этого года справку, подтверждающую участие в специальной военной операции, могут получить военнослужащие, а также члены их семей. Получается, данная справка утверждена постановлением правительства Российской Федерации номер 1354 с 9 октября этого года. Но мне кажется, что главный вопрос здесь, кого могут отнести к членам семьи? К членам семьи военнослужащего относятся, получается, это супруги, законный супруг, либо же супруга. Также это ребенок участника специальной военной операции. Могут также обратиться родители военнослужащего и также бывшие супруги в отношении своих детей. Но тут стоит учесть о том, что члены семьи военнослужащего в случае его гибели либо же смерти, а также представители по доверенности, да, скажем, опекуны, попечители военнослужащего. Данная категория лиц за получением данной справки могут обратиться в военкоматы. А какие документы необходимо предоставить? По пакету документов при обращении граждан необходимо будет предоставить паспорт, который удостоверяет личность гражданина, номер СНИЛС для указания в заявлении также потребуется, паспортные данные и СНИЛС самого военнослужащего. Если обращается член семьи военнослужащего, то тут уже предоставляет документ, подтверждающий родство. Это может быть свидетельство о рождении, если обращается ребенок военнослужащего. В случае обращения супруги — свидетельство о заключении брака. Если обращается родитель военнослужащего, то нужно будет предоставить свидетельство о рождении самого военнослужащего. Но тут, если документ, например, выдан иностранным государством, то потребуется нотариально заверенный перевод. А есть ли разница между электронной справкой и справкой, которую можно получить через МФЦ? Данную услугу можно получить на госуслугах, но электронная справка, которая поступит на личный кабинет заявителя, либо же бумажная, которая выдана военно-социальным центром, либо же центром «Мои документы», имеет равную юридическую силу. Сроки предоставления подобной услуги? С момента подачи заявления 4 рабочих дня составляет, но возможно продление сроков предоставления услуги на 30 календарных дней. Так, еще раз давайте резюмируем, да, это значит, мы подаем заявку, записываемся в МФЦ, приходим, сдаем весь пакет документов и, соответственно, позже получаем эту справочку. Да, конечно. А где можно получить консультацию специалиста МФЦ? Именно специалиста МФЦ можно получить очно консультацию у нас в офисах, либо же можно удаленно также возможно, например, через наш сайт mfcsaha.ru в режиме обратной связи. Можно позвонить по номеру телефона 8 800 100 ровно 22 16. Также можно через наши социальные сети, через телеграм-канал.
Есена, спасибо большое за столь полезную информацию. Мы очень рады тому, что сотрудники МФЦ очень часто посещают наши утренние эфиры и доносят до зрителей вот ту самую такую вашу рутинную работу, да, но для зрителей это действительно очень полезная информация, и я думаю, с помощью ваших услуг, конечно, жизнь наших жителей республики станет проще и легче. Спасибо. Пожалуйста. Сегодня 6 ноября. По народным поверьям, в этот день нельзя знакомиться или начинать с кем-либо общаться. Хорошего из этого ничего не выйдет. Также запрещено принимать подарки и угощения от противоположного пола, поскольку 6 ноября любого человека легко приворожить. День подходит для покупки или продажи квартиры, так как сделка окажется удачной. А вот какими еще датами запомнился этот день, узнаем далее. На календаре 6 ноября. День осведомленности о стрессе, день поиска центра города. По народному календарю православные в этот день отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери, который называется «Всех скорбящих радость». На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, девушки занимались рукоделием и одновременно пели или беседовали. Происходило все это при свете лучины, оттого и сам день нередко называли «светцем». Русский светец – отрада девиц, говорили в народе. Также было принято молиться в этот день иконе скорбящей Божией Матери, просить ее избавить от скорби и болезней. Этот день в истории 1492. Христофор Колумб познакомился со странным обычаем индейцев – табакокурением. 1919. В Лондоне объявлено о подтверждении общей теории относительности Эйнштейна. 1930. Вступил в строй Московский автосборочный завод имени Ким. Впоследствии АЗЛК – открытое акционерное общество «Москвич». 1941. Прозвучало обращение Сталина к советскому народу. 1943. Киев освобожден от немецко-фашистских оккупантов во время Великой Отечественной войны. 1991. Указом президента Ельцина прекращена деятельность КПСС и Коммунистической партии РСФСР. В этот день родились Сулейман I, турецкий правитель, 10-й султан Османской империи; Адольф Сакс, бельгийский дирижер, изобретатель саксофона и саксгорна; Дмитрий Мамин-Сибиряк, русский прозаик и драматург; Эмиль Латяну, советский и молдавский кинорежиссер, писатель, народный артист РСФСР; Алла Сурикова, советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог, народная артистка России; Марина Хлебникова, советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая. Именины сегодня отмечают Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай и Петр. Знаменательные даты и события – это не просто числа календаря, которые повторяются из года в год. Это важнейшие исторические события, помнить и рассказывать о которых должны книги, педагоги, родители. Это наша память. В Золотом фонде Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия немалая часть видеодокументов посвящена жизни Крайнего Севера. Юкагиры – один из самых древних и загадочных народов Северной Азии. Фильм журналиста Надежды Дмитриевой и режиссера Галины Раевской занимает в нем особое место, ведь съемочная группа в 1982 году запечатлела уникальную семью Куриловых, потомков алазейских юкагиров. В Золотом фонде нашего центра немалая часть видеодокумента посвящена жизни Крайнего Севера, жителям Большой тундры. На этих кадрах родовые места Куриловых, окрестности двух огромных тундровых озер – Большой и Малоалеры. А это Старая Яранга, верная спутница жизни Анны Васильевны Куриловой, безмолвный свидетель многих событий в ее жизни. В этой Яранге родились все ее дети, а теперь она ставит ее, когда ждет гостей. Это киносъемка 1982 года. Знала Анна Васильевна и горькие утраты, и
тяжелый труд кочевой жизни. Вместе с мужем они организовывали первые оленеводческие фермы. Анну Васильевну Курилову в поселке Андрюшкино знали многие. Звали ее мать писателей. Все три ее сына начинали свою трудовую жизнь пастухами, но со временем каждый пошел своей творческой дорогой. Анна Васильевна была всегда для своих детей источником народной мудрости и традиций своего народа. Ее память хранила множество юкагирских преданий, сказок и песен. Все три ее сына – члены Союза писателей СССР. Старший сын Семен Курилов – первый юкагирский писатель. В рассказах о потомках своих романах он поведал о прошлом своего народа, обреченного царской России на вымирание, о том, как советская власть принесла новую жизнь в колымскую тундру. В судьбе писателя, в судьбе его семьи нашли отражение перемен, которые произошли над землей юкагиров. Второй сын Гаврил Курилов, Улура-Адо, кандидат филологических наук, известный поэт, автор 16 поэтических сборников, автор первого юкагирского букваря. Николай Курилов, младший сын Анны Васильевны. Якутские художники Афанасий Осипов, Михаил Лукин, бывая в творческих командировках, заметили талант юного художника, и эта встреча во многом определила его творческую судьбу. Николай Курилов по образованию художественный график, член Союза художников СССР, член Союза писателей СССР, поэт, прозаик. В юкагирском языке нет обращения на «ты» даже к детям. Это уважение к детям традиция, но не считалось, что вновь рожденного ребенка оживает душа умершего, как правило, известного своими достоинствами человека. Передавались из поколения в поколение лучшие качества, культивировались нравственные идеалы. Видимо, и это послужило становлению внутренней свободы, в которой отразились в творчестве всех детей Анны Васильевны. Юкагиры – это один из самых древних и загадочных народов в Северной Азии. Многие исследователи считают, что они первые обитатели северо-восточной Сибири. Творчество семьи Куриловых несло свою неповторимость, самобытность и многосветие искусства нашей республики. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно! Сохранить историю – задача не из легких, ведь она окружает нас повсюду. Улицы – это немые свидетели и хранители нашей истории. В нашем городе очень много улиц и переулков, а также районов. Но что мы знаем об этих улицах? Почему та или иная улица имеет именно такое название? Чаще всего мы не задумываемся об этом. А вместе с тем, название не только визитная карточка улицы. Это не только важный ориентир в городе. Это очень важная часть составляющего исторического наследия, своеобразный памятник эпохи. А знаете ли вы, где у нас в городе была улица Малобазарная? Приветствуем, дорогие друзья! Сегодня мы находимся на улице известного советского государственного и партийного деятеля, активного участника борьбы за установление советской власти в Сибири Максима Кировича Амосова. Протяженность улицы около 700 метров. Она начинается с торговых рядов Кружала. Сразу же после них располагается музей имени самого Максима Кировича Амосова. Дальше идет магазин купца первой гильдии Николая Дмитриевича Эверстова. Дальше располагается надвратная башня. Насколько нам известно, раньше нынешняя улица Амосова называлась Малобазарная. Она начиналась от стен Малого базара и выходила в сторону Летней пристани. Она была одной из самых оживленных улиц в Якутске. На ней располагались жилые дома и торговые дома известных купцов города. Зимой и летом народ буквально толпился на этой улице для того, чтобы получить нужный себе товар. Как я уже говорила, Малобазарная улица была одной из самых оживленных улиц в Якутске. Она начиналась от стен Малого базара, или же по-другому базара Кружала, и выходила в сторону Летней пристани и притоки реки Лена. По одному из мнений кандидата исторических наук Пантелеймона Петрова, происхождение слова «кружала» произошло от слова «кружить», то есть кружить, обходя лавки вокруг здания. Несмотря на небольшую протяженность улицы, ей удается оставаться одной из самых активных, наполненных и исторически важных улиц города Якутска. На этом я бы хотела подойти к концу, закончить нашу сегодняшнюю рубрику. Желаю всем всего самого наилучшего и до скорых встреч!
С 5 по 9 ноября 2024 года объявлена Международная неделя осведомленности о стрессе. Это ежегодное мероприятие, посвященное повышению осведомленности о стрессе, а также его влиянии на психическое и физическое здоровье. И не менее важный момент – это управление стрессом. Поговорить на эту тему к нам пришла клинический психолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Леонтьева. Мария Дмитриевна, доброе утро. Доброе утро. Ну, наверное, будет очень такой примитивный вопрос, да, но с точки зрения специалиста, наверное, ответ будет немного другим. Да? Что же такое стресс вообще? Ну, давайте дадим общее определение. Стресс – это не специфическая реакция организма в ответ на любую ситуацию, которая выбивает человека из привычной колеи. И эта ситуация может быть как и вымышленной или реальной, также она может быть и позитивной, и негативной. Но существует мнение, что от стрессов нельзя избавиться полностью, да? Это верно? Да, я согласна с этим мнением, потому что, вот, как я уже сказала, стрессором может быть любая ситуация, то есть человек может ее придумать, нафантазировать. Также это может быть даже такое положительное, да, как, например, встреча с важным человеком или, например, визит мой сегодня на студию, да. И понятно, что наша жизнь состоит из таких неожиданностей. И, конечно, от этого мы никак не можем избежать, избавиться. Ну, все мы говорим, там, стрессоустойчивый человек или не стрессоустойчивый человек, да, но есть такое понятие, как острая реакция на стресс, да, вот как она проявляется? Ну, острая реакция проявляется прежде всего на физиологическом уровне, да, это учащенное сердцебиение, это напряжение чаще всего ощущается в груди, челюсть сжимается, болит голова. Это может быть нарушение стула, потому что есть связь прямая между кишечником и мозгом, да, такая ось кишечник и мозг. Вот, отсюда человек находится в таком состоянии возбуждения, у него нарушается из этого сон, бессонница, постоянные навязчивые мысли, от которых он не может избавиться. И понятно, что это отражается на его жизни в целом. Да, то есть он будет постоянно такой человек раздражен, у него могут быть ошибки в работе. То есть это очень сильно проявляется в нашей жизни. Ну а вот когда наши эмоции становятся проблемой, то есть если говорить там о каких-то разовых моментах, да, ну вот испытал сегодня стресс и прошло, да, но вот в какой-то момент стресс может затянуться, либо затянуть человека, да, вот как понять, что уже нужно обращаться к специалистам? Стресс также он может быть длительным, да? Тогда как это негативно влияет? Когда мы подавляем свои эмоции, избегаем их, обесцениваем их, да? Когда, получается, наши эмоции по интенсивности, они не соответствуют, да, ситуации, то есть какая-то незначительная ситуация вызывает очень сильные эмоции у человека, да. Это может означать, что он в прошлом где-то вот не прошел, да, какую-то травму не прошел. Вот. И тогда понятно, что действительно вот пора к специалисту обращаться. А если мы затронем детскую тему, да, все-таки нас смотрят очень много родителей, а вот стресс у детей. Ну, понятно, это, возможно, экзамены, это, возможно, посещение школы вообще в целом, да, это каждодневный стресс для некоторых детей, да. А вот с точки зрения родителей, на какие моменты вот нужно обращать в первую очередь внимание, если вдруг ребенку, ну, действительно, ты вроде бы и понимаешь, что, наверное, да, он испытывает стресс, но ничего страшного, пройдет, а оно не проходит. Вот первые звоночки какие? Первые звоночки – это нарушение сна, нарушение аппетита. Ребенок становится вялым, да, и если это связано со школой, то он может какие-то причины придумывать, чтобы туда не идти, да, частые слезы, он может также вдруг раздражаться, там, устраивать какие-то истерики, значит, что-то там не в порядке. Не в порядке. Да. А какие способы защиты психики от стресса работают плохо?
Мгм. Ну вот чаще всего это когда человек выбирает не те способы расслабления. Ну, например, это может быть переедание, да? Это может быть просмотр, скроллинг социальных сетей перед сном, да, непрерывный. Или, во-вторых, это может быть, когда человек не осознает, что он живет в стрессе. Такая жизнь, как белка в колесе, жизнь на автопилоте. Вот. И когда человек плохо регулирует свои эмоции, да, тогда получается, что жизнь у него вот в постоянном стрессе, и на любые даже малейшие какие-то незначительные ситуации, например, очередь в магазине, он может выдавать очень сильные эмоции. Но мы все-таки люди взрослые, да, и, наверное, каждый из нас может как-то справляться со стрессом, да, и вроде бы мы знаем, что ну поспи, да, ну пообщайся с близкими, ну погуляй на свежем воздухе, отойди там в сторону, подумай, помолчи, да, вроде бы такие все очень примитивные вещи, но вот как себя сделать стрессоустойчивым? Все же. Ну вот хорошая новость, то, что стрессоустойчивость можно и нужно развивать, да, и как вы действительно сказали, все мы взрослые люди, у нас всех есть сознание. И вот если представить стрессор как смерч, то стрессоустойчивость – это как бы быть в этом смерче и овладеть им. Да? Для этого очень важно разделять свои мысли, свое поведение и свои физиологические ощущения. Да? То есть важно осознавать, например, свои мысли, о чем я сейчас думаю. И у человека могут быть 2000 мыслей в день. Да? И мысли – это не всегда факт. Вот, то есть разделять вот эти мысли, их самонаблюдать за своим, например, телесным ощущением. Да? Вот у меня сердцебиение участилось, из-за чего, что случилось. Да? И здесь очень важно владеть техниками дыхания. Есть очень такая простая техника, которую я могу сейчас сказать. Это вот цветок и свеча. Да? То есть, когда на вдохе представляете, что вы вдыхаете аромат розы, и выдыхаете уже ртом, вы гасите свечу. Вот такая очень простая техника, она помогает вот в моменте, да, каком-то эмоционального волнения успокоиться. Вот. Поведение тоже важно очень за ним наблюдать. Да. То есть стрессоустойчивость – это прежде всего это самонаблюдение, саморефлексия и получается такой самоменеджмент. Вот так. То есть берем, дорогие телезрители, полезные советы на заметку, да, и еще раз можно просто запомнить свеча, роза-свеча. Да. Я думаю, вот такая ассоциация, она очень легко запомнится, у многих отложится где-то, да, и, соответственно, в любой стрессовой ситуации приходим к этой практике, затем анализ включаем, да, почему с тобой так происходит, и дай бог, чтобы стресса в жизни каждого из нас было как можно меньше. Но, как сказал наш специалист, от стресса не убежишь. Мария Дмитриевна, спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Мы желаем вам лично поменьше стресса, ну и чтобы все-таки к вам обращались люди по этой теме все реже и реже. Спасибо. Отличный вариант антистресса – это поход в театр. С театральными постановками исторически связано понятие катарсиса. Это эмоциональная разрядка, которая помогает избавиться от накопленного стресса и тревоги. Театр позволяет переработать свои чувства в безопасной, контролируемой обстановке. Ежегодно в начале ноября в России проводится акция «Ночь искусств». По всей стране музеи, театры, концертные залы и, конечно, библиотеки проводят мероприятия в очных и онлайн-форматах. В следующем сюжете подробнее о том, как прошла акция в главной библиотеке республики. Еще одна массовая бессонница посетила горожан в минувший праздничный выходной. Акция «Ночь искусств» традиционно завершает годовую серию культурных ночей. Ночь в музее, Библионочь и Ночь в театре. Национальная библиотека Якутии вот уже в 10-й раз бодрствует ради культурного и познавательного досуга якутян. В эту уникальную ночь в библиотеке приветствуется нарушение тишины. Любой
посетитель, который придет в библиотеку на эту акцию, найдет точно что-то для себя. Это во-первых. А во-вторых, те, кто давно не был в библиотеке, я думаю, вспомнят дорогу сюда и откроют для себя библиотеку, библиотекарей немножко с другой стороны. Нынче в библиотеках не скучно. Россия объединяет. Таков посыл акции. Задача организаторов – охватить все многообразие видов искусства, объединить профессионалов и любителей. Вальс и кей-поп, авторский хендмейд и традиционная мода, художественное чтение и настольные игры. Каждому нашлось занятие по душе, а кто-то открыл в себе и новый талант. Я раскрыл в себе то, что я достаточно-таки люблю играть в настольные игры, особенно с близким кругом общения. Сейчас мы на мастер-классе присутствовали по изготовлению закладки для книги. Винтажный стиль, это под старинку, все, вот как раз я это все люблю, меня все такое старинное привлекает. Я научился быть терпеливым, когда я играл на настольных играх. Я свой талант себе давно открыл. Это, наоборот, я постарался показать свое умение танцевать. В День народного единства множество читателей библиотеки с самыми разнообразными интересами и вкусами убедились, что искусство действительно объединяет. Для творчества не помеха даже ночь. Максим Эверстов, Михаил Соловьев, Медиацентр Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Еще один вариант снятия стресса и тревоги – это чтение книги. Существует даже метод библиотерапии, который использует чтение литературы для лечения людей. При подборе книг учитывается психическое состояние человека, его заболевания, проблемы и переживания, а также уровень образования и интеллекта. Кроме того, библиотека может выступать зоной релаксации и психологического комфорта благодаря своему интерьеру и атмосфере внутри. В этом году библиотека «Теплый дом» вот уж как 50 лет располагается по улице 50 лет Советской Армии в городе Якутске. За это время библиотека действительно стала домом, в который каждый день спешат ее читатели, как дети, так и взрослые. И их немало, ведь это единственное культурное учреждение во всем микрорайоне. В стенах «Теплого дома» побывала наша съемочная группа. История библиотеки «Теплый дом» неразрывно связана с историей тепловой электростанции и российской энергетической компанией. Именно благодаря строителям якутской ГРЭС, приехавших сюда работать в 70-е годы, и была открыта библиотека. И с тех пор наши дружественные, партнерские отношения, деловые с Якутскэнерго продолжаются. Все руководители в разные годы в той или иной степени помогали нашей библиотеке. Ну, например, благодаря Якутской ГРЭС у нас был произведен косметический ремонт. Мы смогли приобрести для наших пользователей компьютеры, очки виртуальной реальности, вот, мебель для наших читателей, для чтения и отдыха, стеллажи. Благодаря программе благотворительности мы смогли приобрести большое количество настольных игр для наших пользователей. Это и якутские настольные игры, и экологические игры. Наши дети с большим удовольствием принимают участие во всех играх, и с этими играми мы также выезжаем в наши внестационарные пункты. Это и в дошкольные учреждения, и в Республиканский реабилитационный центр инвалидов и ветеранов, где, кстати, проходит лечение и воины СВО. При библиотеке постоянно проводятся различные мастер-классы для детей, а также открыты два клуба – театральная студия и клуб «Разноцветное детство», где юными читателями создаются настоящие мультфильмы. Здесь у нас наши герои созданные. Вот, например, у нас вот, главный герой буктрейлера по сказке «Кукушка», ненецкой сказке. Мы его уже сделали, все мультфильмы в открытом доступе. Они размещены на сайте Национальной библиотеки. То есть стараемся, вот, чтобы все мультики были на виду, чтобы они все могли смотреть эти мультики. Больше 5 мультфильмов мы сделали уже. Сначала начинали с плоских мультфильмов, а дальше у нас пошли мультфильмы уже объемные. Мы стали использовать пластилин и вот стали развиваться, уже пришли от 2D к 3D. Не обделены вниманием и старшее поколение читателей. Так, волонтерский клуб «Дорога добра» активно посещают даже ветераны. А объединяет их всех библиотекарь со стажем 34 года Раиса Дмитриевна Филиппова, которая по совместительству и сама является волонтером. Такое вот, ага. И вот я хотела, чтобы мои читатели тоже вот в этом участвовали. И решила, что
среди своих волонтеров обязательно надо привлекать в это доброе дело, волонтерстве, да, а именно вот пенсионеров моих читателей. Они же, когда в библиотеку приходят, не только читают, да, они и раскрывают и себя, и свой творческий потенциал. Серебряные волонтеры с большим удовольствием посещают благотворительные, патриотические, экологические и культурные акции. К примеру, Елена Николаевна Жиркова посещает клуб с самого открытия и за 4 года не пропустила ни одного события. Все это я сделала своими руками и с радостью обучаю этому других, более молодых. Люди очень радуются и благодарят. От этого и мне становится приятно. Мне нравится посещать клуб Раисы Дмитриевны. Всегда соглашаюсь на ее предложение. Несмотря на то, что помещение библиотеки достаточно тесное, здесь всегда рады большому количеству посетителей. А в мечтах у работников, чтобы когда-нибудь это место стало центром дополнительного образования и культурного досуга. Катерина Винокурова, Владимир Павлов, Якутск. Сейчас мы прервемся на короткую паузу. Мы передадим слово нашим коллегам из новостного отдела, ну а позже вернемся в наш эфир программы «Утро Якутии». Дорогие телезрители, в следующем блоке у нас будет очень интересный гость, и мы поговорим на тему чипирования домашних животных. Поэтому, если вдруг вас интересует эта тема, у вас есть вопросы, вы можете позвонить в нашу студию и задать вопрос эксперту, который с удовольствием ответит на него. Еще раз будем говорить про чипирование домашних животных. Ну а сейчас передаем слово нашим коллегам. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Тренд на снижение стоимости квадратного метра в новостройках охватывает все большее число городов страны. В октябре этого года цена 1 квадратного метра в российских новостройках снизилась в 21 городе из 70 попавших в исследование. Тогда как в ноябре и октябре прошлого года отрицательная динамика была зафиксирована только в 3 городах. За прошедший месяц наибольшее падение отмечается в Калуге, Чите, Архангельске. Также падение зафиксировали в Иркутске, Грозном, Нижнем Новгороде, Пензе, Белгороде и многих других городах страны. Власти Якутска ищут решение проблемы части жителей микрорайона Сатал. Там порядка 1300 арендуемых участков оказались землями сельхозназначения. Жильцы, а их порядка 2500, за время аренды успели возвести на участках дома со всеми коммуникациями. А это прямое нарушение федерального закона. Теперь, согласно букве закона, жителям придется покинуть свои дома и участки. Администрация города, республика и госсобрание ЛТМ мы за то, что, в принципе, оказать содействие. Даже было высказано предложение о том, что замена земельных участков. Это, конечно, противоречит законодательству, но, тем не менее, значит, это возможно быть. Поэтому вот в таком закончилось. Я думаю о том, что мы буквально недели через 2, через 3 опять соберемся более узким кругом, где будем решать вопрос по поводу того, как в дальнейшем будет. В День народного единства в селе Барагонцы открыли набережную Мирю имени общественного деятеля Николая Каемова. Объект построен в рамках федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке». В прошлом году он победил на федеральном конкурсе формирования комфортной городской среды в городе Магадан, получив 50 миллионов рублей федерального гранта на реализацию. Общая площадь объекта составила 5280 квадратных метров. Отмечу, что сама набережная возвышается над озером Мирю на 40 сантиметров. И вот, наконец, в 2023 году в городе Магадан выиграли 50 миллионов федерального гранта по программе формирования комфортной городской среды. И вот сегодня мы этот объект открываем. Этот объект мы и жители Наслега очень долго ждали. Это, можно сказать, первый такой современный, многофункциональное общественное место в нашем районе. 8 ноября свой профессиональный праздник отметят пианисты.
К этому знаменательному дню в столице республики состоится открытый фестиваль «Калейдоскоп талантов». Пианисты детской школы искусств номер 2 активно готовятся к фестивалю, каждый день плотно занят репетициями, ведь выступление будет перед преподавателем Центральной музыкальной школы в Москве. В этом году по требованию фестиваля участники должны исполнить одно произведение якутского композитора и одно на свой выбор. Главная цель фестиваля – повысить уровень исполнительского мастерства пианистов. Для участия в «Калейдоскопе талантов» съедутся пианисты не только республики, но и со всех регионов России. Фестиваль охватывает несколько видов работ. Это конкурс юных пианистов, это научно-творческая конференция. Пройдут также в рамках фестиваля мастер-классы. Самым главным нашей гордостью, достижением является то, что вот уже 8 ноября рано утром, в день проведения, в день открытия фестиваля к нам прилетает Наталья Викторовна Богданова. Это декан факультета фортепиано, заведующая кафедрой специального фортепиано Центральной музыкальной школы Академии исполнительского искусства, город Москва. Прием заявок на 5-й сезон всероссийского конкурса «Смотри, это Россия» продлится до 24 ноября включительно. На сегодня на конкурс поступило более 460 заявок из 72 регионов страны. Наибольшее число поступило из Якутии, Крыма, Кемеровской, Ростовской, Иркутской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Напомню, тема 5-го сезона конкурса «Смотри, это Россия» посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Участникам в видеоролике до 3 минут нужно рассказать о вкладе в победу своих прадедов, прабабушек и современников. Итоги конкурса подведут 20 декабря. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Минприроды готовит систему, которая позволит ввести в России учет домашних животных. Нам сообщили, что они разработали законопроект о ведении учета питомцев. Согласно документу, сведения о питомце надо будет передать в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии, где для него заведут карточку и присвоят уникальный номер. Поговорить на эту тему к нам пришел старший государственный инспектор управления ветеринарии Республики Саха-Якутия Василий Семенов. Василий Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Вообще, в целом, мы знаем, что программа по регистрации животных существует уже давно, практика есть. Но на какой основе? На добровольной или на обязательной? Ну, на сегодняшний день регистрация домашних животных является добровольной. И существует, имеется информационная система «Все звери», где регистрируются домашние животные, собаки и кошки. По нашей республике свыше 30 тысяч голов, из них собак 28,5 и около 2000 кошек. То есть это хозяин, проявляет свою инициативу, приходит и, соответственно, регистрирует свое животное, да? Да. А где можно пройти такую регистрацию? Регистрация домашних животных проводится в государственных ветеринарных учреждениях, а также в частных ветеринарных клиниках. Угу. Эта услуга, она платная или на бесплатной основе? Ну, все ветеринарные мероприятия – это первичный осмотр, и само введение чипа является платным. То есть помимо того, что животное попадает в какую-то общую программу, где отображаются его данные, еще и ставится обязательно чип. Да, чип вводится на тело животного, это у собаки и кошки, это в области холки. В чипе само заложена информация о животном и его владельце. Угу. А проходят ли регистрацию и чипирование домашних животных на федеральном уровне? Или это они отображаются только в республиканской какой-то программе? Ну, скажем так, на сегодняшний день на федеральном уровне отсутствуют нормативно-правовые акты, регулирующие обязательную регистрацию домашних животных, а именно собаки и кошек. Василий Владимирович, наши коллеги провели небольшой опрос и узнали у жителей нашей республики, что же они думают. Можно ли с помощью чипирования, обязательного чипирования всех животных, решить такой главный вопрос, как безнадзорные животные? Давайте узнаем, какая же информация к нам поступила. Как можно решить проблему бродячих собак? На государственном уровне надо решать, законы издавать. И, конечно же,
финансировать такие дома, которые бы собирали собак. Все-таки мы же гуманные, мы любим окружающий мир, поэтому их истреблять тоже не надо, я думаю. Чипирование домашних собак поможет ли в этом вопросе? Да, конечно. Чипирование поможет, думаете, да, домашних собак? Думаю, нет. Как можно решить проблему бродячих собак? Я думаю, что, скорее всего, зависит от хозяина, потому что многие отказываются от собак, потом оставляют. Думаю, можно начать с этого, и, скорее всего, можно расширять приюты, наверное, для бездомных собак. А чипирование домашних собак поможет в этом деле? Я не знаю, честно, я вообще о таком впервые слышу. Как можно решить проблему бродячих собак, на ваш взгляд? Надо их убирать, потому что, вы знаете, вот недавно девочка погибла из этих скотин. Чипирование домашних собак, чтобы штрафовали хозяев. Вот, это правильно вы сказали. Как можно решить проблему бродячих собак? Приют, создавать приюты. Чипирование домашних собак, на ваш взгляд, поможет ли в решении вопроса этого? Так и есть, что помогает чипирование. У нас собака, например, чипирована. Но если раньше чипировали собак лишь с целью того, чтобы вдруг, если она потеряется, ее можно было легко найти, да, то сегодня, конечно, жители вот республики больше переживают за то, что, не дай бог, не только потеряется собака, а не дай бог с ней что-то случится, да. То есть, как вы думаете, на ваш взгляд, если чипирование собак будет вот в обязательном порядке для всех животных, это решит проблему с безнадзорными животными? Ну, на сегодняшний день, да, на согласовании находится проект закона Республики Саха-Якутия об обязательной регистрации домашних животных на территории Республики Саха-Якутия, да, и в случае принятия этого закона, да, то уже будет там привлечение к административной ответственности по 5.3 Кодекса об административных нарушениях Республики Саха-Якутия, там на граждан от 1000 до 5000 рублей, например, да, и, ну, это уже более ответственное обращение к своим питомцам будет, и они уже, думаю, не будут выпускать на свободный выгул собак, например. Да, то есть мы знаем такие случаи, когда даже если хозяин рядом, собака может напасть на ребенка или на мимо проходящего человека, несмотря на то, что, возможно, собака и чипирована, и все, да, то есть вот самовыгул, это можно справиться с этим вопросом, если будет обязательное чипирование. То есть штрафные санкции приведут к ответственному поведению, да, хозяина собаки или кошки. Да, конечно, это ответственное обращение с животными, да, и уже не будут нарушать правила содержания домашних животных. Угу. То есть мы все-таки хотим, чтобы этот закон был принят. Возможно, именно так ситуация исправится в лучшую сторону. Ну да, я согласен. Угу. Спасибо большое, Василий Владимирович, за то, что посетили наш эфир. И, конечно, мы надеемся, что эта тема, конечно, она актуальна, но все реже и реже мы будем возвращаться к обсуждению таких вопросов. И все-таки призываем всех людей, у которых есть домашний питомец, все-таки пока в добровольном плане, но чипировать и регистрировать своих животных. Потому что скоро это будет, скорее всего, в обязательном порядке. Да? Спасибо большое. Ну что, дорогие наши телезрители, таким было утро этого дня. Мы, как всегда, желаем всем прекрасного настроения, хорошего рабочего дня. Напоминаем вам о нашем телеграм-канале, на котором всегда есть повторы наших выпусков, есть полезная информация, последние новости, то есть оставайтесь с нами всегда 24/7. Ну и мы всегда будем рады тому, если вдруг кто-то из вас захочет стать участником нашего прямого эфира и проявит инициативу, мы с удовольствием дадим вам обратную связь. Ну и, как всегда, призываем вас в 7:00 просыпаться вместе с телеканалом Якутия-24 и НВК Саха. Всем прекрасного, доброго утра и хорошего настроения.